Несмотря на масштабные пожары в Якутии, ущерб которых еще не оценен, глава Якутии, разумеется, единорос, уже разрешил охотиться. Работают поправки Конституции наглядно. Вы же слышали, как все лето у нас горела Якутия, пока мы помогали другим странам. Поправки о защите природы работали просто на ура. У местных властей денег на тушение не было, а Кремль занят был геополитикой. Но на этом ничего не закончилось. Мы ведь прекрасно понимаем, что природе нанесен огромный ущерб. И пока сложно рассчитать, какой именно. И, разумеется, охота сейчас там запрещена, ибо животным нужно возобновить прежнюю жизнь и свою популяцию. Но вот глава Республики Саха Айсен Николаев разрешил начать охотничий сезон с 3 сентября, несмотря на то, что в регионе недавно были масштабные лесные пожары. Какая это партия, думаю, даже и говорить не нужно. Животные, которые не погибли от пожара, теперь умирают от голода. Вся земля осталась выжженная, лесов и насекомых не осталось, питаться выжившим нечем. Страна готовится к изменениям в ее главном документе. Одна из поправок в Конституцию касается новых правил охраны природы и животных. Обещали все, что не попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Поэтому я и говорю, что Единая Россия — это не просто антинародная партия, это партия, которая целенаправленно уничтожает всю страну. После нее останется только пустыня и воспоминания о том, что когда-то это была богатейшая страна. Вот была у нас нефть по $120. Но посмотрите, как отстроился Дубай из пустыни в современный город, который сейчас хорошо зарабатывает на туризме. Норвегия имеет гигантские денежные средства, что позволяет ей теперь их удачно инвестировать. И политика Кремля, что оказывается в это время нужно было повышать пенсионный возраст. Вы понимаете разницу? И они продолжают и дальше грабить страну до тех самых пор, пока граждане не скажут свое против.